Эта история приключилась со мной прошлым летом. Привет, я Миранда, и мне 17 лет. Вот моя мамочка, миссис Хоррибл, и вот наш домик, в котором мы живем всю свою жизнь. Сразу хочу внести ясность. Мне 17 лет, и я заканчиваю школу в этом году. Конечно же, я лучшая ученица и отличница. Недавно мне пришло письмо на почту, будто бы я, как лучшая ученица, выиграла путевку в летний лагерь от школы. Конечно же, моя мамочка была безумно рада. Она надеялась, что я наконец-то найду в летнем лагере подруг. И, конечно же, она уговорила меня писать ответ, что я согласна. Она любила садиться ко мне на кровать и рассказывать, какая я красивая, какая я умная, и что я единственная ученица, которая заслуживает эту путевку. Конечно, ведь я единственная из класса получу золотую медаль. Но со мной почему-то из-за этого никто не хотел дружить. Мамочка сразу отправлялась на кухню, становилась печь свои фирменные шоколадные печенья. Они, кстати, были у нее очень вкусными. И она думала, что если я приеду в лагерь и угощу всех ребят печеньем, то они сразу все со мной начнут дружить. Но не все было так просто. Я на самом деле была всегда увлечена лишь учебой, и меня интересовали только книги и домашние задания. Но мамочку было мою не переубедить, и она надеялась, что именно в лагере я найду свою подругу, именно в лагере моя жизнь изменится в лучшую сторону. А я лишь стояла и смотрела в окно и думала, как оно в этом летнем лагере. И вот я в лагере, передо мной густой лес, деревянный дом, и я стою немного растерянная, но все-таки меня переполняют чувства. Передо мной мужчина в странной шляпе. Наверное, это наш вожатый, но нет, оказалось, это просто управляющий лагерем, а наш вожатый, вот он, мужчина в очках. Сразу же я решила подойти к ним и поздороваться, дабы наладить контакт, и чтобы просто они меня провели в мою комнату и показали, с кем же я буду жить, с кем я буду проводить время. И они меня любезно поприветствовали и отправили в комнату. Передо мной открылась картина маслом. Две девушки, одна что-то готовила на плите, высокая симпатичная блондинка, а к ней подошла другая рыжеволосая девушка, и она что-то там мыла. Далее я увидела двух парней, которые сидели возле камина. Они были оба очень симпатичные, особенно блондин был похож на настоящего принца из сказки. Рядом с ними стоял мальчишка худой, видно, что немножко закомплексованный и неуверенный, в очках, и он просто стоял и молча смотрел на огонь. Рыжеволосая девушка подошла к парням, и они начали о чем-то разговаривать. Такое чувство, будто они были знакомы давным-давно. Девушка все время подкалывала мальчишку в очках. Я не слышала, о чем они там разговаривали, но было видно сразу, что в дружбу они с ним вступать не хотят. То и дело девушка его подкалывала, дразнилась, и он только смущался и пересаживался с места на место, потому что было видно, как ему неловко. Далее к ним подошла симпатичная блондинка, и было видно, что она с рыжей девушкой уже подружилась. Они приехали намного раньше, чем я. Она сразу же уселась к ней, и они о чем-то заговорили. Я, набравшись смелости, все-таки решила подойти и как-то робко сказала «Привет». В ответ блондинка просто поднялась и как-то пошутила дерзко. Мне стало неловко, и я поняла, что с ними я, пожалуй, не подружусь.
Послышались шаги, и это приближался к нам наш вожатый. Он решил, что мы уже подружились, и пора бы нам рассказать, чем мы будем заниматься в лагере, показать карту и самые интересные места, которые мы могли бы посетить. Также он решил объединить нас в пары, чтобы мы работали по командам. Двух симпатичных парней он объединил в команду, худенького мальчишку и рыжую девочку он объединил в пару, а мне по закону подлости досталась симпатичная блондинка. Было видно, что она не в восторге, она даже не скрывала своих эмоций. Она кричала, почему же нельзя ее объединить с рыжей девочкой. Но случилось, как случилось. После обеда блондинка подловила меня на улице, и мы с ней разговорились. Она сказала, что зовут ее Лизи, и она не допустит, чтобы я в таком виде вместе с ней дружила и ходила. И раз уж нас поставили в пару, она просто обязана переодеть меня, привести в порядок, иначе она не допустит, чтобы я с ней дружила. К нам подошла рыжеволосая девочка, как оказалось, потом зовут ее Анна. И она уже успела подружиться с блондинкой, так как их характеры совпадали. Она во всем поддержала Лизи и сказала, что мне пора бы поработать над своим имиджем и сменить хотя бы одежду и прическу. К нам подбежал мальчик в очках, как оказалось, потом зовут его Дерек, и он немного разрядил обстановку. Девчонки сменили свое настроение с агрессивного на веселое, и Дерек позвал всех посидеть у костра и пожарить зефир. Я же осталась в лесу, размышляя о том, что же мне делать дальше, и наблюдала за ребятами, которые веселились у костра. Мне почему-то совсем к ним не хотелось идти. Они веселились, жарили зефир, рассказывали друг другу разные истории. А самое главное, я увидела, как ребятам интересно Лизи, как она им нравится. Она с любым парнем могла завести разговор, поддержать его, а самое главное, она разговаривала с мальчиком, который мне очень понравился. Потом оказалось, зовут его Броук, и наблюдая за этим, я совсем потеряла настроение. Мне было очень плохо, и я решила отправиться в лагерь. Я шла и думала, почему? Что со мной не так? Почему он с Лизи подружился, а почему же он со мной не подружился? Ведь я же умнее, интереснее. И вообще, мне мама всегда говорила, что я очень симпатичная и привлекательная девочка. Но потом почему-то я резко решила сделать последнюю фотографию себя такой и изменить свой имидж, изменить свою внешность. Я взяла свой телефон и быстро позвонила Лизе, чтобы она пришла и спасла меня. Я стояла в ванной, мне было жарко, почему-то нервничала и не знала, что же мне делать дальше. Я услышала шаги. Это была Лизи. Она вошла в ванную, очень уверенно набрала воды, сделала глоток и сказала, что я сделала правильный выбор, что решила все-таки изменить себя. Я немножко заулыбалась и поняла, что это мой путь к успеху и все-таки к популярности. Я же спросила, что она со мной хочет сделать, и она, быстро переодевшись, сказала, что для начала мне стоит изменить одежду. И мы колдовали до утра над моей внешностью.
утро было самым обыкновенным. Ребята, кто читал книгу, кто еще спал, а кто готовил завтрак. И завтрак готовил Броук. И как раз, как я вышла из комнаты, я увидела, что же произошло. А случился пожар. Я быстро схватила огнетушитель и всеми силами под вопли ребят затушила плиту и тем самым спасла нас от пожара. Ребята были очень рады и просто удивлены, что же за мной произошло этой ночью, почему я изменилась и оделась в одежду Лизи. Брок подошел и сказал, что я молодец, что затушила плиту и не дала огню схватить весь домик. Дальше мы сели за барную стойку, и он добавил, что я сегодня очень красиво выгляжу, и что я ему очень симпатична как девушка, и что у меня просто прекрасная фигура. Лизи же стояла в сторонке и просто слушала наш разговор. Она поняла, чего я добивалась и почему я согласилась изменить имидж. Она только улыбалась. Так прошло пару дней, и мы с Броком очень сблизились. Ребята начали со мной дружить, я обрела популярность. Мы с Броком все время проводили вместе, но пока что только как друзья. Я присматривалась к нему, мы играли в разные игры, много разговаривали, и я поняла, что следует мне делать второй шаг в своей внешности. Лизи сидела на скамейке и думала о чем-то своем. Я же решила к ней подойти и попросить ее, чтобы она мне одолжила свою косметику, чтобы она просто посоветовала, чтобы она в конце концов накрасила меня сама, так как я все-таки не умею этого делать. На мое удивление, она согласилась, но очень неохотно. Я много думала, почему же поменялись мои взгляды на жизнь, и почему все так быстро произошло, и я отказалась от книг и всего. Но я твердо решила сменить себя, и раз уж мне попался на пути человек такой, как Лизи, я решила все продолжить. И вот я сидела на скамейке и читала книгу. Лизи меня преобразила, накрасила, переодела, сделала мне красивую прическу. Броук подошел, и он сказал, что я сегодня просто необыкновенно красивая и не такая, как всегда, и он хочет мне сказать что-то важное. Я отложила книгу в сторону и внимательно стала слушать Броука. Он встал, подошел ко мне, посмотрел в глаза и подарил мне прекрасную розу со словами и просьбой, чтобы я стала его девушкой, так как я ему очень нравлюсь, и он просто мечтает о такой, как я. Я, недолго думая, посмотрела на него и поняла одну вещь. Я поняла, что я ему без своей внешности просто не надо. И если бы Лизи меня не переодела, то Броук так бы и не обратил на меня внимания. Я просто собрала свои вещи и уехала домой. Дома меня встретила мамочка. Она меня обняла, поцеловала и сказала, что лагерь точно пошел мне на пользу, и я выгляжу просто обворожительно. Я ей очень понравилась, но она удивилась, откуда у меня эта одежда, и я сказала ей, что это подарила мне подруга, которая появилась у меня в лагере. Я сразу же отправилась писать Лизи письмо с благодарностью за то, что она у меня появилась, за то, что приключилась со мной, и что именно она дала для меня понять, что такое красота и что такое внутренний мир.
Конечно же, я иногда по вечерам подхожу к зеркалу, рассматриваю себя и считаю, что я изменилась в лучшую сторону. Если вам понравилась история, которая приключилась с Мирандой, если вам понравилась Миранда, обязательно ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Если я увижу, что вам понравилась история, я обязательно создам еще такую. И спасибо вам за просмотры и пока-пока.